1973 году мы с моим мужем, вокалистом Николаем Максимовичем Копосовым, после окончания Саратовской консерватории приехали сюда, в Ижевск, и стали работать в Удмуртской государственной филармонии. И, естественно, нам сразу понадобились какие-то ноты, книги, и мы пошли, записались в Ленинскую библиотеку, и вот с тех пор мы не прерываем связи с этой прекрасной библиотекой. Это действительно был, ну и сейчас, я надеюсь, один из культурных центров Ижевска и всей Удмуртии. Нужно было подготавливать какие-то концерты. Естественно, мы шли в библиотеку, в нотный отдел. Там нам предлагали большой выбор нот. Мы выбирали себе песни, классические произведения. Все было в библиотеке, все можно было найти, то, что нам нужно было. Я еще работала лектором-музыковедом, поэтому мне требовалось очень много книг по музыке. Опять-таки в нотный отдел я шла, и там мне тоже предлагали большой выбор и учебников, и других книг. Часто я ходила в читальный зал, там тоже много материала было, или газеты, или журналы какие-то, или книги. И всегда вот что нас радовало, это вот то, как к нам относились работники библиотеки, очень душевно. Выступали очень часто мы в библиотеке с концертами. У нас тогда был в филармонии музыкальный лекторий, и у нас было много разных программ. И классические программы, где исполнялись арии, романсы, песенные программы. Концерты проходили в читальном зале или в фойе библиотеки. Было очень много зрителей, посетителей, которые приходили, читатели, они слушали. Вот там, на таких вот концертах или тематических вечерах я познакомилась со многими поэтами Удмуртии. И я написала много песен на стихи и Олега Поскребышева, и Николая Байтерякова, Владимира Тяптина, ну и многих других поэтов. Не только я, и другие композиторы Удмуртии тоже вот там встречались, знакомились и потом создавали свои произведения. И сейчас, конечно, мы обращаемся в библиотеку и очень благодарны всем работникам библиотеки за высочайшее культурообслуживание, за то, что всегда придут на помощь, помогут, предложат, что нужно. Раньше пластинки были, потом появились диски. Вот, мы тоже этим пользовались. В общем, без библиотеки никуда. И хочется сказать, что, конечно, к сожалению, сейчас вот молодежь и дети очень много времени проводят в интернете, и это плохо, я считаю, потому что они часто вообще перестают читать книги, а без книг вообще никуда идти. Чем больше читаешь книг, тем грамотнее ты становишься, потому что то, что вот ты смотришь на текст и читаешь его, это потом откладывается в памяти, и уже будешь более грамотно писать, ну, не говоря уже о том, что ты повышаешь свою культуру. Поэтому я призываю всех записываться в библиотеку, ходить туда, читать и что-то, какие-то новые формы узнавать, потому что я знаю, что очень много новых форм работы в библиотеке. И спасибо вот всем работникам библиотеки. И, конечно, хочется пожелать в праздник, в столетие библиотеки имени Ленина новых успехов, много-много читателей благодарных, новые формы работы, потому что, ну, в наше время без этого никак нельзя. И я знаю, что есть все возможности для этого. Вот я этого и желаю. Всего самого наилучшего.